Для чего я это говорю? Потому что если это все будет отслеживаться в электронном виде, что у бизнесменов, что у власти, да, ну я имею в виду в налоговой структуре, таможенной структуре, тогда и бизнесмен не будет скрывать свои доходы, и государство тоже будет иметь свою достаточную прибыль, которую заплатит бизнесмен. Для того, чтобы любой бизнесмен, любой предприниматель не уходил от этого, нужно его поддержать теми же кредитными условиями, теми же налоговыми условиями. Чтобы человек должен реализовать свою продукцию, а потом заплатить налоги. А там же бывает, что и он завез определенную партию, оно может просрочиться. Нужно создать хотя бы условия крестьянину, чтобы он имел возможность не мучиться, ходить по кабинетам и искать свои сертификаты, там, документы. Здравствуйте! В эфире «Чегемская правда». Мы продолжаем наш выборный марафон и, соответственно, знакомим вас с кандидатами в депутаты парламента. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты по избирательному округу номер 15 Валерий Сеченава. Валерий, добрый день. Через ваше. Валерий, вот ты человек, в общем-то, новый для вот, абхазской политики. Ты бизнесом занимаешься, из того, что я знаю, причем достаточно успешно. И мне интересна, наверное, вот эта мотивация. Почему ты все-таки решил идти в парламент? После того, как я окончил университет, я хотел, в биографии был, закончил юридическую юриспруденцию в нашем государственном, Абхазском государственном университете. После этого я уже лет 18 занимаюсь частным предпринимательством, бизнесом. Сталкиваясь со многими проблемами, любой бизнесмен, который работает, неважно, в Абхазии, в России, есть много вопросов, которые нужно... Считаю нужным, чтобы на законодательном уровне, на уровне государства всегда поддерживали предприниматели, малый бизнес, средний бизнес, и любое государство, чтобы подходило к этому лояльно. Поэтому я решил выдвинуться кандидатом в депутаты, создать условия малому и среднему бизнесу в плане кредитования, в плане налоговых льгот, для того, чтобы помочь любому бизнесу развиваться, а не губить этот бизнес. А чтобы оно развивалось, нужно всегда, естественно, помочь бизнесмену, чтобы он мог на сегодняшний день реализовывать свою продукцию, не скрывая свои доходы. И, естественно, платил налоги государству. Что нужно для этого сделать? Для того, чтобы любой бизнесмен не укрывался от налогов. В первую очередь, вот у нас сегодня очень сильная актуальная проблема с НДС. Ввозной НДС, так называемый. Когда ты сразу платишь деньги за всю, не реализовав продукцию, ввозишь, да. Естественно, сталкиваемся с тем, что любой бизнесмен завез продукцию, заплатил НДС. НДС нужен, обязательно он необходим, потому что без этого государство никак не заполнит свой бюджет. Но для этого нужно сделать условия элементарные того, чтобы создать базу на государственном уровне, да, проект того, чтобы бизнесмен мог сперва реализовать свою продукцию, а потом уже оплатить. Везде в разных структурах всегда ждали очередя, чтобы их проверяли разные инстанции. Сегодня элементарно даже в России в электронном виде это все подается. И если вдруг что-то происходит, естественно, любой контролирующий орган приезжает, естественно, проверяет, тогда какие-то контрольные проверки происходят. А если у них все нормально, в электронном виде, каждый бизнесмен работает сегодня в спокойном режиме. Также хочу, и чтобы в нашем государстве, и я надеюсь, что оно будет реализовано. И придя туда в парламент, я хочу создать также условия любому предпринимателю, любому малому бизнесу. Так как вы сами видите, сегодня в мире, в самом, экономика в очень шатком положении. И для того, чтобы любой бизнесмен, любой предприниматель не уходил от этого, нужно его поддержать теми же кредитными условиями, теми же
налоговыми условиями, и чтобы бизнесмен не уходил с этого рынка, а наоборот радовался и приходил сюда и платил государству налоги. Ну да, это действительно огромная проблема. В свое время, когда был введен вот этот так называемый ввозной НДС, да, там чиновники вздохнули, да, сразу огромная куча денег вроде бы в бюджет, и никто от этого не отказывается сейчас. Правительство не отказывается, но мне кажется, правительство выбрало самый легкий путь. То есть оно не стало контролировать эту ситуацию, когда бизнесмен завез товар, там, реализовал его. То есть зачем гоняться за ним, пусть сразу он там заплатит, да. Но при этом, естественно, это отражается и на стоимости товара, там, на наценке товара, продукции, да. И на рисках, потому что какая-то часть товара обязательно портится и так далее. Возникает куча всяких вещей, которые, естественно, отражаются опять же на росте цены, на росте цены товара. И мне кажется, все-таки бизнес, наверное, четко должен как-то объяснить государству, в чем его помощь вот в этом плане. Надо внести поправки, имеется в виду как? Вот есть товар, продукт, который имеет сроки. Это одна сторона. Есть продукции, которые имеют определенные большие сроки. Нужно внести поправки для того, чтобы человек должен реализовать свою продукцию, а потом заплатить налоги. А там же бывает, что и он завез определенную партию, она может просрочиться. И как он должен, не реализовав, и заплатить тоже НДС. Да. Для чего я это говорю? Потому что если это все будет отслеживаться в электронном виде, что у бизнесменов, что у власти, да, ну я имею в виду в налоговой структуре, таможенной структуре, тогда и бизнесмен не будет скрывать свои доходы, и государство тоже будет иметь свою достаточную прибыль, которую заплатит бизнесмен. Да, но это важная вещь, цифровизация все-таки, да. Потому что цифровизация все-таки поможет выйти из этой тени, когда... Теневой экономика, да, она так таковой не будет. Да. И, наверное, все-таки должны быть какие-то более вменяемые правила в отношениях между бизнесом и государством, и вот эти как бы недоговоренности, чтобы было меньше. Поэтому, наверное, легче будет, если все-таки голос бизнеса, наверное, будет услышан. Я все-таки перейду, наверное, к другой теме. Все-таки ты выходец из села, да, и ты баллотируешься по сельскому округу. И, кстати говоря, выходец из Гарпа, там, мой отцовский дом тоже в Хапе находится. Валера, ты баллотируешься по сельскому округу. Атхара, Гарп, Гудзурхо, Блабархо, еще какие там села? Амжукхо. Мюссера. Мюссера, да, большой округ. Да, большой. И, в принципе, и сам выходец из села, и, наверное, тебе, наверное, даже и с избирателями, наверное, не надо встречаться. Ты без них, в общем-то, знаешь, какие проблемы стоят перед селом. Ты можешь вот как-то обозначить вот такие болезненные вещи, которые сказываются вообще на развитии этого села. Абхазские села, они, вот эти все села, все абхазские фактически. И они, как бы, люди уезжают, тем не менее, оттуда, хотя вроде бы там прибрежная, некоторые села в прибрежной зоне находятся и так далее, в более благополучной западной Абхазии, тем не менее, все равно вот отток существует. Что нужно для села абхазского, чтобы оно развивалось? Ну, сегодня в основном проблема везде в селах – это, естественно, дороги, свет и вода. В первую очередь, которая немаловажна простым людям, простым крестьянам, которым нужно помочь. Но, естественно, какой бы бизнесмен ни был бы сегодня, любому этому селу, одному бизнесмену тяжело помочь. Это нужно на государственном уровне поддержка. У нас там в селах, в наших селах, там виноградники, фрукты, которые должен он свою продукцию реализовывать. И для того, чтобы это он мог сделать элементарно, даже сегодня любой крестьянин, который хочет реализовать свою продукцию, он должен попасть в тот или иной орган, получить сертификат
и потом только реализовать свою продукцию там, либо в Россию, либо внутри рынка. Но для этого нужно создать хотя бы условия крестьянину, чтобы он имел возможность не мучиться, ходить по кабинетам и искать свои сертификаты, там, документы. Душа болит на самом деле, когда наши крестьяне не могут реализовать свою продукцию внутри Абхазии. И хотелось бы и создать условия людям для того, чтобы они этот чисто экологический наш продукт реализовывали в Абхазии. Ты говорил, я все-таки возвращаюсь к теме, вот к проблеме, которая существует инфраструктурной, там, не только в городе и в селах, да, это проблемы там, дорог, воды, элементарных вещей, электричества. Да, на все это нужны деньги. Вот ты бизнесмен, серьезным достаточно бизнесом занимаешься, мог бы ты, Валера, ну, в общем-то, своим таким хозяйским взглядом посмотреть и сказать, какие у нас могут быть у нашей страны там источники дополнительные, может быть, где мы могли бы больше немного заработать? Ну, основное у нас направление сегодня, то, что нам Бог подарил, дал, это природа. За счет чего у нас развит туристический бизнес. В плане того, что к нам приезжают гости, туристы, которые немаловажно приносят доход и бизнесменам, и государству. Вот вы сегодня видите, что мировой кризис, очень сильнейший мировой кризис. Сегодня даже наш стратегический партнер элементарно даже тоже в Турцию выехать не сможет. И люди к нам будут приезжать и с удовольствием отдыхать у нас. Завершающий вопрос касается недвижимости, да, вот все время, вот ты как бизнесмен, да, у тебя тоже, опять же, должен быть какой-то хозяйский взгляд на эти вещи. Стоит нам продавать недвижимость там иностранцам, не стоит? Как ты к этому относишься? Скажу так, земля – это наша собственность, которая нам досталась кровью. К этому нужно подходить очень бережно. И это вопрос не сегодняшнего дня. Действительно, существуют проблемы многие, которые надо подходить тщательно и изучать. Поэтому сегодня говорить о том, что продавать кому-либо свою землю, которая досталась кровью, это очень сложно. Это может губительно быть для нас всех. И я бы хотел, чтобы ты обратился к своим избирателям и сказал, что ты им пожелаешь. Ну, в первую очередь, своим избирателям я желаю здоровья. Самое главное, которое немаловажно сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Второе, то, что попросил бы всех, чтобы 12 марта все пришли на выборы и проголосовали. Неважно, я или другой кандидат, но чтобы он был полезен нашему народу и нашему государству. Спасибо. Спасибо, Валера. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был кандидат в депутаты по избирательному округу номер 15 Валерий Сеченава. Валерий, удачи тебе.